Сегодня начинаем нашу очередную пресс-конференцию. Тема для нас тоже весьма интересная и злободневная. Речь идет о противостоянии судей военного суда, я понял, да, с присяжными заседателями. Эта история продолжается уже не один месяц и довольно сложная тема, поэтому инициаторы пресс-конференции посчитали нужным провести соответствующую пресс-конференцию и объяснить обществу, что происходит и почему это должно быть обнародовано, и такие вещи в целом в практике судебной, я так думаю, не должно быть, когда судьи конфликтуют с присяжными заседателями. Поэтому предоставим слово непосредственно самим участникам этой истории. Первым выступит Маулен Алимбаев, адвокат столичной коллегии адвокатов. Предоставим слово. Буквально в нескольких минутах объяснят, в чем суть дела, потом продолжат другие спикеры, потом перейдем к вопросам и ответам. Пожалуйста. Слышно меня, да? Спасибо. В настоящее время я и мой коллега в рамках профессиональной деятельности оказываем юридическую помощь 10 бывшим присяжным заседателям, участвующим при рассмотрении уголовного дела в военном суде столицы. Рассмотрение данного уголовного дела является повторным, так как незаконный обвинительный приговор, который состоялся еще в 2015 году, вынесенный с нарушением прав присяжных, был отменен в 2021 году по представлению председателя Верховного суда. Соответственно, судебное заседание с участием присяжных заседателей, наших подзащитных, в качестве присяжных фактически является вторым составом, у которых вновь готовилась позиция об оправдании всех троих подсудимых, о якобы разглашении которой они подвергаются преследованию. Присяжные заседатели на протяжении 3 лет с августа месяца в качестве присяжных заседателей добросовестно исполняли свой гражданский долг и участвовали в рассмотрении уголовного дела. Так, 2 ноября 2021 года при очередном заседании суда под председательством судьи Королевской коллегия присяжных заседателей была распущена. Данное решение суда было связано с тем, что якобы 1 ноября секретарь судебного заседания доложила судье о том, что 29 октября между ней и одним из присяжных заседателей состоялся телефонный разговор, в ходе которого было высказано мнение в том, что коллегия присяжных заседателей считает подсудимых невиновными, и они будут оправданы. О необходимости сообщить адвокатам подсудимых, которые участвуют в деле, о необходимости отзыва своего отвода, который они заявили судье, и окончании дела в нынешнем составе. Ссылаясь на это, судья Королевская мотивировала следующее, что коллегия присяжных заседателей проявила тенденциозность, высказав мнение об исходе дела вне совещательной комнаты, объективность которых вызывает обоснованные сомнения в связи с наличием у них предвзятого мнения. Данное решение судьи вызвало возмущение у присяжных заседателей, в связи с чем присяжные заседатели обратились с жалобой коллективной. Так, после их обращения присяжных заседателей было адресовано председателю Верховного суда и военного суда. После того, как суд распустил коллегию присяжных, после данного обращения присяжных никакой реакции не последовало. Ответная реакция последовала спустя почти 2 месяца, когда 24 декабря на мобильный телефон бывшим присяжным заседателям по приложению WhatsApp стали приходить сообщения о вызове их к судебному приставу в военный суд на 27 декабря для составления протокола об административном правонарушении. Для выяснения причин вызова 27-го мы обратились в военный суд, где судебный пристав ознакомил нас с распоряжением судьи Королевской, датированное 24 декабря, о проведении проверки в отношении присяжных заседателей с указанием о составлении протокола об административном правонарушении. В этот же день, в отсутствие наших доверителей, судебный пристав составил протокол об административном правонарушении по части 2
статьи 657 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Не ограничиваясь возбуждением административных производств в отношении бывших присяжных, на следующий же день, 28 декабря, на мобильное приложение Каспий Банк всем присяжным стали приходить административные штрафы в размере 297 700 тенге. Одной из присяжных пришел административный штраф в размере 583 400 тенге. Данное действие должностных лиц является нарушением конституционных прав граждан и нарушением принципа презумпции невиновности, так как указанное уведомление было выставлено об уплате штрафа, внесено в базу до рассмотрения дела в административном суде. По сути, в действиях присяжных заседателей мы видим коллективное их обращение отставных присяжных заседателей, центральные аппараты государственных органов, которые были направлены лишь после того, как судья Королевская 2 ноября вынесла постановление о распуске присяжных заседателей. Соответственно, обязанностей, а также ограничений у этих присяжных заседателей уже на тот момент не существовало. В настоящее время данное административное дело находится на рассмотрении специализированного международного суда по административным правонарушениям с нашей столицы. Результаты решения по ним пока еще не приняты. По ходатайству стороны защиты в деле участвуют средства массовой СМИ. И результаты рассмотрения дела в отношении присяжных будут, соответственно, опубликованы в средствах массовой информации. Я думаю, дополнить дальше коллега. Оля, Да? Прошу прощения. да, мне следует добавить лишь такие, наверное, может быть, ключевые моменты в качестве того, что данная проблема, она не является уже, как мы сказал коллега, первичной. Драматизм в том, что государство привлекает данных лиц в качестве присяжных и сама же сейчас ставит вопрос о их привлечении, то есть подвергает их уголовному преследованию. В 2015 году данный факт имел место, и, к сожалению, он повторился теперь уже в 2021 году. В 2015 году там более было даже сила его воздействия была намного сильнее, там даже умудрились возбудить уголовное дело в отношении присяжных. Вот. Это делалось по представлению председателя военного суда. Вот. У нас есть материалы о возбуждении уголовного дела. То есть мы имеем сейчас случаи с возбуждениями административных материалов. Вот. Юридический аспект здесь для понимания, так скажем, гражданской аудитории в том, что правомочия председателя, председательствующего, в данном случае судьи Королевской, на право ее требовать от уполномоченного органа в лице судебного пристава привлечения и подвергать преследованию присяжных заседателей могло быть лишь только в соответствии с статьей 840 Административного кодекса на самом заседании. То есть правомочия ограничены лишь самим судебным заседанием, в котором судья должна была быть председательствующей. Но, как мой коллега сейчас сказал, объективная картина состоит в том, что 10 лиц были подвергнуты преследованию спустя 52-58 дней. Вот. То есть нарушение, прямое нарушение статьи 803, тут много, 806, где законодатель указывает конкретные дни, в течение которых лицо может быть, в отношении которого могло бы быть возбуждено и заведен протокол, это 3 суток, 10 суток. А у нас в данном случае спустя почти 50 дней. Ну, очевидным является то, что это всего лишь банальная прямая реакция судебного органа на позицию и на действия присяжных, которые, как вот мой коллега сказал, письменно обратились в центральные аппараты Верховного суда, в Генеральную прокуратуру и в профильную коллегию уголовного военного суда. Вот. Относительно далее законности составления данного материала, здесь скажу проще, что уже первое заседание состоялось по жалобе
по жалобе Бисимбаева, присяжных Бисимбаева, по итогам которого суд вынес уже частное постановление в адрес судебного пристава Давыдова, который является должностным лицом, составивший эти протокола. Вот. То есть это к тому, что все наши доводы суд так или иначе вынужден был отметить и отреагировать в форме частного постановления. Вот. Другие материалы пока еще на стадии рассмотрения. Ну, наверное, слово предоставим дальше непосредственно заседателям, которые принимали участие в противостоянием судей. И нужно понять, зачем, почему это произошло. Ну, с чего начать? С самого начала как бы нам письмом пришло, что мы призываем пригласить нас в военный суд в качестве присяжных. Ну, мы прошли все 10 человек. Это отбор. И что могу сказать? С первых дней изначально самой судьей, представительствующей по делу Акспарова, был нарушен закон этики госслужащего. Кроме этого, был нарушен процессуальный контакт, так как она нас ввела в заблуждение. С первого дня перерыва с нами она приходила в нашу комнату, между перерывами с нами как бы разговаривала, говорила, что ваше это внутреннее убеждение, как вы хотите. Ну, и дальше последовательно она приходила также и спрашивала, ваше мнение поменялось, что-нибудь передумали или нет. Мы говорим, нет, однозначно мы хотим оправдать этого человека, потому что мы не видим никакой там таких доказательств. И благодаря вот действиям судьи Королевской по сегодняшний день идут судебные разбирательства, как вот, что наши правозащитники сказали, что как бы со стороны судьи, это, я считаю, было психологическое давление, как бы Давыдов Денис, когда мы открыли Каспий приложение до Нового года, у всех висели штрафы. Мы, конечно, были в эмоциональном шоке, мы даже не знали, куда это. Конечно, действительно мы обратились к правозащитникам, почему это так. И выясняется, что военный суд нам повесил штрафы без суда и следствия, грубо говоря. Учитывая все моменты, после наших апеллированных жалоб, по результатам стало ясно, что Верховный суд и председатель военного суда отказали в наших многочисленных жалобах. Как бы мы вообще даже не знали, что королевская госпожа с нами не должна была как бы общаться, приходить, с нами пить чай. Она изначально нам говорила, вы должны только разговаривать, контактировать только со мной и с секретарями. Я даю... Ну, давайте, чтобы было всем понятно, потому что для большинства журналистов и коллег эта тема новая, они не все подробности, детали знают. Давайте все по порядку начнем, я буду задавать вопросы, плюс коллеги из зала будут задавать вопросы, и мы как бы более детально, правильно раскроем эту тему. Давайте, у меня вопрос такой. Вы, как заседатели, принимали участие в одном из сложных уголовных дел. В двух словах, что за дело и кого как бы вы судили? В двух словах, я думаю, кто-то из адвокатов, наверное, расскажет более детально, да? Или вы сами? Давайте, наверное, я скажу. Во-первых, да, на данный вопрос, конечно, присяжные сейчас не могут ответить, согласно законодательству, они не могут сейчас раскрывать сведения, обстоятельства уголовного дела, которые еще находятся на стадии рассмотрения. Как вы знаете, это дело сейчас уже на повторном рассмотрении, хотя ранее приговор по нему уже выносился, и он был отменен Асановым. Но фабула дела там вкратце буду говорить, потому что я все-таки не участник этого дела, хотя в 2015 году я был у истоков, так скажем, расследования по данному делу. В этом деле
Фигурантами являются 3 человека, это Алпспаев, Кудин и Логвиненко. Вот. Один из этих названных лиц являлся сотрудником Комитета национальной безопасности, оперативным работником, который во главу, так скажем, поставлен фабулы как организатор покушения на убийство некого, скажем, лица предпринимателя. Вот именно в этом. Здесь имеется исполнитель, есть пособник в этом деле. Вот. Исполнителем у нас идет Логвиненко, якобы стрелок, который производил выстрелы в отношении Кудина. Скажу одно, что в ходе расследования данного дела эти лица подвергались силовому воздействию, в том числе и психологическому, вот, итогом которого является приговор в отношении начальника управления ДВД, вот, фамилию я не буду говорить, он осужден за совершение пыток. Приговор этот исполнен, лицо отбывает наказание, по-моему, даже уже отбыло. Вот, а также по делу, когда мы уже включились в это дело, мы добились приговора в отношении судмедэксперта, который был осужден на тот момент за вынесение ложного судебно-медицинской экспертизы, а именно якобы огнестрельных пулевых ранений, которые должны были быть на теле этого предпринимателя. Вот. Данный эксперт признался, что он никакую судмедэкспертизу не проводил, осмотр живого лица им не производилось, никаких огнестрельных пулевых ранений на теле этого так называемого по тому делу потерпевшего не имелось. Вот. Ну и также было согласие. Сейчас я говорю это в прошедшем времени, потому что этот приговор в отношении этого судмедэксперта, ну, мы примерно знаем по каким причинам, но с юридической точки зрения нам непонятно. Оно было отменено. Есть соглашение процессуальное, было соглашение процессуальное этого потерпевшего, который согласился на процессуальное соглашение о признании вины за заведомо ложный донос и оговор. Все это ушло сейчас в историю. Сейчас судебное заседание проводится как в первой инстанции как новое. Вот. И именно участие вот этих 10 присяжных, оно и как раз таки повторило ту историю первого состава присяжных, которые также выносили оправдательный вердикт в отношении этих 3 лиц. Вот. Вот у меня как раз таки вот это постановление председателя Верховного суда Асанова, здесь как раз таки он прямо указывает, что было неправомерное воздействие судьи со стороны суда на принятие решения в совещательной комнате. То есть, как я уже ранее сказал, по сути повторяется история давления на присяжных со стороны суда. Ну, я думаю, если есть вопросы, зала. Да, можно? Аделаида Успехова, ТКЗ, пожалуйста, проясните сначала процессуальные некоторые моменты. Здесь написано, что дело в отношении председателей передано в специализированный межрайонный суд по административным делам. Присяжных. Да. Присяжных заседателей. Подскажите, на какой стадии сейчас находится это дело? Оно уже в рассмотрении? Основные протокола, то есть 10 протоколов в отношении всех присяжных, по существу рассмотрение по ним еще не завершено. Рассмотрены только жалобы одной присяжной, которая, пользуясь своим правом, обжаловала сам протокол. То есть есть право на обжалование протокола в вышестоящую организацию, либо же в суд. Вот. Но данная жалоба судьей отклонена. Вот. Будет апеллирование, сейчас установлен срок. Но, как я уже сказал, по итогам этого заседания судья вынужден был вынести частное постановление в отношении уполномоченного органа в лице судебного пристава, который совершил нарушение процессуальное при составлении данных материалов. Они очевидны там, иначе никак. Здесь написано, что, и вы говорите, что присяжных обвиняют в разглашении судебной тайны. При этом
все смешалось как-то. Здесь и разговор с секретарем, и чай. В чем конкретно обвиняют? В чем заключается разглашение судебных Хорошо. решений? Я понял. Еще раз более точнее скажу. Состав, который инкриминирован, вменен, так скажем, всем присяжным в рамках административного кодекса, это у нас получается 657 статья, часть 2. То есть она предусматривает ответственность присяжных в том случае, когда здесь есть согласование с нормами профильным законом о присяжных, есть специальный закон, и нормами Уголовно-процессуального кодекса. Вот. Толкуя эти все три нормы, получается, здесь состав административного правонарушения может возникнуть в том случае, когда было судебное заседание, и на самом судебном заседании председательствующий, то есть судья, имеет право на распорядительные действия в отношении судебного пристава. То есть должно было быть судебное заседание. Как мы, если опираясь на документы, это у нас получается 20 декабря. 20 декабря должно было быть судебное заседание, где предметом было бы вынесение распорядительных действий в отношении присяжных, где давалось бы указание приставу о возбуждении административного дела. Но видеоконференц-связи, видеопротокола этого заседания не имеется. Согласно закону, все распорядительные действия, любое решение должно отражаться в протоколе судебного заседания. Вот. Нет, вопрос конкретно был, в чем обвиняют конкретно судебных заседателей, присяжных? В чем их вина заключается? Да, в том, что они выразили свое мнение посредством телефонного звонка, как вот отражено в описательной части, секретарю судебного заседания. Они не виновны. Да, да. В этом звонке заключается их вина, да? Да, но при этом они не находились в совещательной комнате. То есть стадия совещательной комнаты — это процессуальная стадия, в которой находится после прений. Прений не было, совещательной стадии совещательной комнаты не было, судебное разбирательство еще шло. Вот. Этот звонок был совершен одним присяжным, но обвиняется 10. Почему? Детали, конечно, сейчас скажет сама Бесимбаева, там, потому что есть еще визит второго секретаря, там их 2 секретаря, как они общались между собой, потом поясните, да? Представьтесь, пожалуйста. Бесимбаева Гульнар. 29 октября у нас бы как бы процесса не было. До обеда мы просидели, прождали, без нас был процесс. После обеда нам сказали прийти где-то, после обеда 2-3 часа. Мы пришли, где-то 1,5 часа просидели в комнате. Потом нам зашел секретарь Нургалиев и сказал: вы распущены, только не выходите из группового чата, там у вас будет, будут идти там по зарплате, будем говорить, и только с чата не выходите, вы уже распущены. Мы говорим: а что, Королевская не придет? Все, Королевскую вы больше не увидите, она к вам больше не спустится. Вот такой был разговор. После этого, придя домой, позвонили секретарю. Я позвонила к секретарю Эльмире и сказала: почему вы хотите отвести адвокатов, потому что мы же хотели оправдать, почему и нас распустили. Она говорит: все, не знаю, уже 2 отвода дали судье Королевской. Я говорю: судья же как бы знает, что мы хотим оправдать, тем более каждый день же приходила, наше мнение знала. Она говорит: нет, все, вы распущены, нам это тоже так сейчас и судье попадет. В общем, мы говорим: жаль. Дайте, говорю, тогда, если мы распущены, номера адвокатов, мы им скажем, почему вы делаете отвод. Хотя мы даже и не знали. Предпоследний был процесс, 28 октября, адвокаты, когда спускались по нужде на 1-й этаж, они увидели, что Королевская к нам заходила в нашу комнату. Это для нас новшества не было, это было каждый день,
между перерывами она с нами пила чай, как бы это разговаривала с нами, приходила, узнавала наше мнение. И я считаю, что это для нее это было не новшество, что она узнала наше мнение по звонку секретарю. И она всегда говорила, ни с кем не контактируйте, только со мной и с секретарями. Что надо, звоните секретарю и передавайте мне. Так как мы ее телефонные контакты мы не знали, мобильные номера, все, что надо, звоните через секретаря и передавайте всю Из информацию. состава присяжных заседателей отвод заявили адвокаты, получается? Судье. Отвод они в суде Королевской. Изначально, да, так А было. вас почему распустили? Ну вот, когда мы пришли 28 октября, 28-го, когда вот мы чай попили, когда увидели, адвокаты сели и что-то не разговаривали, ну, как бы, им давали слово, они говорят, мы просим отвод вам. И она такая тихо, и говорит, присяжные, покиньте зал. Мы покинули зал. И тогда мы узнали, что нам нельзя было контактировать с ней. Мы сами, конечно, были То есть, в недоумении. то есть до этого вы не знали, что с ней чай пить нельзя, нельзя обсуждать дела с другими Нет, лицами? конечно. Мы даже не знали, мы не то что... Хотя, когда вот она приходила, мы когда говорили, мы хотим оправдать, она бы нам сказала, предупредила, вы не должны мне говорить свое мнение. Хотя бы так предупредила, если вот чисто на человеческом факте. Она знала, она всегда знала. Можно я скажу? Вопрос судьям, подождите, пожалуйста, минуту. Вопрос судьям. Вот то, что присяжный заседатель и присяжные в целом разговаривают с судьей и выражают мнение, что они считают подсудимых невиновными, это является нарушением законодательства? Ой, Да. В принципе, их вина в разглашении судебной тайны есть все-таки. Их вина в том, что они доверились судье, который априори она не могла не знать нормы закона, находился с ними в неслужебном контакте, в их комнате. Скажите, а в отношении судьи Королевской какие-то процессуальные решения есть? Привлекают ее, не привлекают, рассматривают ее в качестве... Нет. Судья не может быть сейчас в данный момент привлечен. Вот. Это только прерогатива судебного жюри, то есть по ведомству, по линии, по вертикали. Наша задача просто поставить в известность общественности и обратить внимание ее руководства на данное нарушение. К сожалению, оно является уже повторным. Ну, вообще, в этом деле уже повторным. В этом деле уже повторно. Ну, я вам говорю, да. Да. А первое, что В было? 2015 году, в предыдущем, там даже дело уголовно возбуждали на присяжных. Теперь подвергается опять-таки присяжным преследованиям только в рамках административного законодательства. И опять-таки за то, что они имели мнение об оправдании 3 подсудимых. А вот дело, сам обвинительный приговор в отношении 3 подсудимых был вынесен в 2015 году. Почему спустя 6 лет Жаки Пасанов вдруг решил пересмотреть это дело? Ну, как я может сейчас Может, Генеральная буду прокуратура повторяться, да, пришла конечно, это против? были обращения, очень, его тоже в отношении его тоже было совершено очень много действий, связанных с пытками. Такой крайний вопрос от меня. Чего вы сейчас добиваетесь и на какой исход событий вы надеетесь? По какому делу? По делу присяжных заседателей. Ну, как мы сейчас Вот уже почему сказали, вы все создали административные ведомство? протоколы составлены с нарушениями процессуальных норм. Вот, соответственно, они не могут быть в данный момент рассмотрены с преследованием их, поскольку, во-первых, нет состава и допущены процессуальные нарушения. А чего вы добиваетесь? Хорошо, если административные протокола составлены, допустим, с нарушениями, то чего вы теперь хотите? Прекращение. Прекращение Прекращение. этого дела. Но при этом вы только что сами признали, что все-таки состав нарушения есть, что они пили чай, что они сказали, что свое мнение. Я такое не говорил, вам надо немножко сейчас еще раз более точнее понять. Состав может быть в том случае, когда заседание должно быть закрытым, когда судья проводит непосредственно судебное заседание, и в тот момент у него, согласно, я назвал статью, согласно которой у него возникает распорядительное право, а у судебного пристава, как уполномоченного, возникает служебная обязанность
выполнить требования председательствующего. То есть вот как в зале суда она должна была на тот момент, 20 декабря, составить уже, тогда должен был быть составлен протокол. Но, опять-таки, согласно объективной картине и требованиям законодательства, это должно было быть разглашение тайны совещательной комнаты, когда присяжные находились бы на стадии совещания, то есть совещательной комнаты. То есть это процессуальная стадия, они в ней не находились. Судебное разбирательство находилось на стадии судебного следствия, то есть еще разбирательство шло. Прений никаких не было, чтобы сказать, что стороны перешли в стадию совещательной комнаты. Вот тогда нельзя разглашать. И к тому же заседание должно было быть закрытым. Заседание было открыто. То есть вы добиваетесь полного оправдания для присяжных, всех 10? Ну, конечно. Прошу прощения, еще вопрос от коллеги Надежды из Информбюро. Если изначально судья приходила к заседателям, спрашивает мнение, пила с ними чай, почему заседатели не заявили о процессуальных нарушениях? Разве не запрещено контактировать с присяжными? Это, наверное, вопрос сначала присяжным, потом адвоката. Вы сами ответите. Ну, как я сказала вначале, что госпожа судья сказала, вы можете только контактировать со мной, не с адвокатами, не с потерпевшими, не обвиняемыми, не с родственниками. И даже хотя бы предупредила, что может быть такая статья, по которой сейчас идут у нас судебное разбирательство. У нас не было, и что вы только всю информацию передаете через секретарей, и все. А мы больше и не знали, что нам нельзя с ней контактировать, пить чай. Мы даже не были, как бы, изначально даже не знали, мы в конце узнали, когда отвод потребовали адвокаты, судьи. То есть вас не знакомили ни с законом о присяжных заседателях, ни с другими нормами УПК касательно вашей работы? Нет, нас не знакомили, ничего. Вначале вот хотя бы нас ознакомили бы, всех присяжных, такого у нас не было. С самого начала она приходила и говорила, только со мной, не читайте СМИ, не смотрите там гугли по этому делу, нигде ничто, только со мной и узнавайте свое мнение, говорите мне. Только так, вот такой разговор. Понятно. Скажите, но по вашему мнению, судья уже готовила обвинительный приговор уже или все-таки оправдательный, как вы считали? Ну, это уже было явно видно, что в конце она уже правозащитникам не давала слова. В основном всегда поддерживала обвинительную сторону. Больше как бы прокурорам давала слова, а адвокаты, когда начинали, у них много ходатайств было, то отклоняла, как бы игнорировала адвокатов. И мы писали, нам как бы нам позволительно было вопросы писать и судье передавать, чтобы она там озвучила у нас во время заседаний, разрешалось через секретаря передавать вопросы, чтобы она могла задать. Это тоже как бы отклонялось, игнорировало. Есть еще вопросы? Скажите, а вот вопрос, наверное, уже больше к юристам. На какой стадии сейчас то уголовное дело, где заново пересматривают по представлению Жакопа Асанова, имеется в виду то уголовное дело, на какой стадии? И если уже вынесены два других приговора, по которым ясно, что дело было, скажем, мягко говоря, сфабриковано и нет состава преступления, то почему их до сих пор не оправдали? Дело сейчас, мы с коллегой по этому делу не участвуем, в котором участвовали присяжные. Мы сейчас оказываем юридическую помощь лишь по материалам, по протоколам, которые сейчас возбуждены в отношении. Но, как я говорил, в 2015 году я был задействован в том деле. Вот. В настоящий момент основное дело все еще на стадии разбирательства. Вот. А те приговора, которые вы сейчас ссылаетесь, они уже отменены. Я просто на них ссылаюсь как на факт, но не как юридические основания. Были такие факты,
Приговор только один остался без изменений, это в отношении руководителя подразделения ДВД за совершение пыток. Есть ли еще вопросы? Если, наверное, все понятно, тогда завершаем нашу пресс-конференцию и пожелаем удачи нашим спикерам в своем вопросе.